Добрый день, приветствую всех вас. Да, сегодня мы здесь на гостеприимной Ставропольской земле проводим семинар на тему курдские традиции и современность. Сегодня мне помогут две мои помощницы, Шушан из Тамбовской области и Майрам из здешнего Ставропольского края. Меня зовут Патиев Фархат Абдурахманович, я руководитель Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации. Прошу присаживаться, а я начну общение с нашими уважаемыми гостями. Мы сегодня проводим семинар. Что это значит? Это значит, что мы с вами будем общаться. Мы будем о чем-то говорить, потом мы будем у вас спрашивать. Мы будем проверять, насколько хорошо вы умеете запоминать информацию. Мы будем показывать на экране видеоролики, посмотрим, насколько внимательно вы можете смотреть на изображение и запоминать информацию, о которой потом мы будем спрашивать. Итак, сначала общая тема о том, где мы живем. Мы живем в Российской Федерации. Кто знает из вас, сколько народов живут в Российской Федерации? Ну, примерно. Поднимите руки, кто знает? Базуев Авинар примерно где-то 43. 43 народа считает Авинар. Кто считает по-другому? 150 миллионов это жители, 145. 190 народов. Да, более 190 народов, правильно, я запомнил. Представьтесь. Базуева Дилана. Хорошо, Дилана, уже 1 балл имеет. Так, хорошо. Я буду произносить названия народов России, а вы скажите, знаете вы их или нет. Алтайцы. Кто слышал об алтайцах? Так, взрослые знают? Хорошо. Чукчи. Так, хорошо. Марийцы. Курды. Все знают, хорошо. Так. Грузины. Знаете. Угу. Немцы. Немцы. Не немцы, а немцы. Так. А что такое дружба? Что такое дружба? Кто считает, что такое дружба? Вот я во многих школах бывал, в университетах бывал, я спрашивал у них, и дети активно отвечали. Дружба – это когда народы дружат. Это нужно, когда все народы будут дружить, потому что будет мир. У кого может быть другое мнение? Или кто-то хочет дополнить? Меня зовут Мамедов Абдулла. Надо помогать всем. Это не важно, кто там и как его зовут. Другим ребятам стало смешно, потому что они тоже согласны с этим, да, он им всегда помогает, и они тоже стараются ему помогать в трудную минуту. Хорошо. Так, если друг оказался в беде и попросил вас о помощи, какая у вас будет реакция? Что вы в первую очередь сделаете? Базуева Диана, наверное, сказать человеку не паниковать и первым делом рассудить, как помочь и что сделать, и спросить о том, чем помочь. Логичное выстраивание, да, действий. Хорошо. Мы надеемся, что по завершении нашего вот этого этнокультурного урока семинара у вас будет больше знаний о том, что из себя представляет курдская культура. Потому что курды являются одним из тех самых 190 народов, которые сказала вон там девушка в углу, которая держит в руках телефон и сейчас меня не слышит, сказала про 190 народов, и курды являются одним из этих народов. Будьте внимательны. Курдов насчитывается в мире, запоминаем информацию, потому что потом мы все это спросим. Более 50 миллионов человек. Точную информацию никто не скажет, но более 50 миллионов. В основном они проживают на территории Анатолии и Месопотамии. Это историческая родина курдов, называется Курдистан. Сегодня она входит в состав Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Курды в Российской Федерации по официальной переписи более 60 тысяч человек. По неофициальной более 300 тысяч человек. А теперь Майрам Алоева вам расскажет о курдских танцах. Гованд – курдский национальный танец. Гованд – это неотъемлемая часть культурной традиции курдов. Танец, дошедший до нас в своем первозданном воплощении, стал зеркалом истории. Особенность Гуванда заключается в самой идее танца. Гованд повествует исторические сюжеты о былинах, о сражениях и отважных героях, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность
и национальные ценности народа. По сути, это рассказ, в котором движения заменяют слова. Существует более 400 видов гуванда, каждый из которых обладает яркой индивидуальностью. Всех приветствую, я Шушана Ахметова, студентка аграрного колледжа в Мичуринском районе и также член комитета по делам молодежи. Курдские музыкальные инструменты, я расскажу вам о некоторых из них. Их разделяют на три, получается, духовые инструменты, струнные, струнно-щипковые и ударные. Духовые — это зурна, блур, ней, мей, фиг, нешик. Струнные и струнно-щипковые — это ситар, тамбур, сатур, чан, канун, каманча. И ударные — дахол, даф, дарбуке. Зурна в основном вытачивается из древесины абрикоса, ореха или тутового дерева. Ствол инструмента к низу расширяется. Общая длина составляет 30-32 см. На верхней лицевой стороне просверливается 7 отверстий, а на тыльной — одно. Спасибо, Шушан. Мы сейчас с вами послушаем, как звучат эти инструменты. Кто из вас может сказать, сколько курдов проживает в России? Вот, пожалуйста. 50 миллионов. В России? Пожалуйста. 60 тысяч это Официально? Официально, а неофициально больше 300 тысяч. Правильно. Это комикс «Раскраска». Мы его издали в прошлом году. Немножко расскажу. Издали в прошлом году. Здесь описаны курдские сказки, легенды и былины. Они в виде комикса и в то же время в виде раскраски. Какой из перечисленных инструментов, вернее, два перечисленных инструмента являются свадебными? Дагод зурна, да. У нас курды России путают даф со словом дагод. Даф — это тот, который мы толкаем. Даф от слова дафтан, то есть толкать. А дагод от слова духол, два круга. То есть вот этот ударный, когда два круга есть, бьют с двух сторон, это есть дагод. Какие виды гувандов существуют по захвату рук? Так, слышу уже правильный ответ. Можно по одному. Мизинчиковые, правильно. Мизинчиковые. Еще. Ладонные, плечевые, поясничные, так, правильно. Ладонные, да, правильно, она уже сказала. И без захвата. Ну, их очень мало. Так, хорошо. Как вы думаете, сколько существует видов гуванда? Так, кто был первый? Так, руки опустите. Один, опустите, я считаю до 3. 1, 2, 3. Ты была первая, да. Сколько? Около 400 разновидностей. Да, более 400 разновидностей. Какие включают духовые инструменты? Сколько разновидностей? Какие духовые инструменты вы знаете? Из того, что перечислено было. Так, поднимите руку, кто там? Так. Мэй, еще? Зурна. Белуш. Белуш. Мэй. Зурна. Белуш. Покажи мизинчиковый охват. Так, помогите ей. Правильно, проверь, правильно ли они соединили пальцы. Проверь хорошо. Тот, кто справа, тот, кто слева, кого-то должен... Вот, теперь правильно. Правильно, теперь почему? Потому что тот, кто стоит справа, у него мизинец должен быть сверху. У тебя сверху. И у него мизинчик, видите, над его рукой. Правильно, неправильно? Кто может исправить? Где ошибка? Пожалуйста. Вот здесь.
А остальные? Остальные? Все, правильно? Вот, теперь правильно. Тот, кто спереди, его рука должна быть впереди всегда. Вот, теперь правильно. Опускаем. Вот сейчас соединение мизинчиковое. Кто у нас впереди? Она, да? Да. Вот, значит, она сверху. Я впереди, здесь сверху. Вот. Мизинчиковое соединение. То есть танцуем так. Дальше. Ладонное соединение. Открываем руки. Вот здесь моя должна быть. Вот. У вас всегда правая рука будет вот так. Левая будет вот так. То есть левая должна быть сверху, потому что вы главнее кто следующего. Правильно. Дальше. Когда поясные, опускаем руку и ничего менять не надо. Просто поднимаем ее. Соединяемся. Теперь плечи. Смотрите, по плечам. По плечам. Поднимаем руку и делаем то же самое. Видите, моя рука сверху. Вот. Опускаем. Опять она внизу. Видите? Здесь внизу, здесь она сзади. Так, Майрам, у тебя рукава длинные. Например, вот такие. Длинные рукава, треугольная форма. То есть это костюмы южных регионов. Там, где жарко, они носят такие. Центральные и южные регионы, они носят вот такие костюмы. Шушан, еще одна разновидность костюма, это костюм региона Мердин. В Мердине костюм такой, тоже рукава длинные рукава. Далее, здесь нижнее платье, верхнее платье. Вот этот элемент формируется за счет верхней накидки. В традиции курдов семейный обряд, оформляющий создание новой семьи, олицетворяет собой величайшее таинство рода. С давних пор приверженность обычаям регламентировала все сферы жизни курдского народа. Хранительницей традиций испокон веков была именно женщина. Она – сердце семьи, духовно-нравственный стержень рода и всего общества. Скажи, пожалуйста, вот с чего начинается курдская свадьба? Так, вот с самого начала, вот они только познакомились, что должно произойти? Вот они только познакомились и понравились друг другу. Так, нет, слушай меня, самое начало. Вот сестра, что там происходит с сестрой? Он говорит своей сестре, да? А сестра идет, говорит. Матери и отцу. Матери, да, матери. Мать отцу И все, и начинается процесс, первый шаг, да. А раньше на чем приезжали за невестой? на лошади. На лошадях, да, на конях приезжали за невестой, невесту готовили. Дальше, что происходит внутри дома? Вот ее нарядили, барбу ее одели, что происходит дальше? Прежде чем она выйдет, брат завязывает какую ленту? Красную ленту. Сколько раз? 3 раза. То есть 3 раза он завязывает, развязывает. То есть второй раз завязывает, развязывает, и в 3-й раз завязывает окончательно. То есть уже прощается с сестрой, да? А если брата нет? Сестра. Сестра ни в коем случае. Ну, кто-то из родственников молодых, женатый или не женатый? Не женатый, правильно, не женатый. Хорошо, вот она выходит из дома, что там происходит дальше? Прогулялась? Ее брат закрывает проход. Да, ножом, нож. Платя выкуп. Должен выкуп. Да. Выкуп дать за нее. Так. Как называется обряд невесты перед свадьбой? Шаваханы. Шаваханы, да, ночь ханы, правильно. Так. На чем везут невесту? Куда? 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 Я же не сказал еще куда. А может на осле, я еще не сказал. Что бросают невесте в голову? Да. Вторая которая? Яблоки. Яблоки. Сколько? 3. Шаг вперед. Все, готово. Платок короткий, но если длинный, там он стоит лучше. Понятно? Ага.
мальчики так завязаны, но девушки сейчас уже почти это все. Да, молодец. Девушки Ружава, вы, наверное, видели, они вот так завязаны. Хорошо, молодец. Я надеюсь, что что-то вы запомнили из национальных курдских традиций, свадебного обряда, из национальных костюмов. И если у вас кто-то спросит, вы уже знаете, что ответить. Правильно? Вот сколько есть курдов в мире, в каких регионах, правда, я у вас не спросил, но у нас уже просто не осталось времени. Время заканчивается. До новых встреч и успешной вам работы. И поаплодируем нашим помощницам сегодня, Майрам и Шушан. Шушан к нам из Тамбова приехала, я из Москвы приехал. Мы с вами провели сегодня такое небольшое мероприятие о курдских традициях. Всего доброго. До свидания.